Добрый день. Здравствуйте. Татьяна Александровна, Елена Владимировна, очень приятно уже с вами вот так вот встретиться. Помимо того, что в нашей работе, в нашем таком благом деле участвует государственные медицинские учреждения, еще очень приятно, что вот участвуют частные, особенно вы. Поэтому мы давно пошли, наши подопечные уже у вас были. И, честно сказать, такие очень позитивные, очень такие добрые эмоции после посещения. Да, и вообще, это как раз такой контингент, который остается без внимания. Наша задача же это привлечь внимание. То есть наша задача, мы заходим на квартиру, к ним в гости, значит, только для того, чтобы окружающие обратили внимание, показывая их по телевизору, мы видим огромную пользу. И спазм тоже убирает, да, вот эти преграды? Он у вас снимет вот это внутреннее напряжение, да. Настроение выровняет, сон наладит. Порой, вот, особенно вы когда говорите, у вас будет все хорошо. И знаете, никаких лекарств не надо. Поэтому очень приятно увидеться теперь у вас здесь. На самом деле пациенты у нас самые разнообразные, как говорится, у каждого человека, обратившегося к нам, своя боль. У кого-то это проблемы в семье, у кого-то есть какие-то хронические заболевания и есть проблемы с принятием этого состояния. У кого-то проблемы в детско-родительских отношениях. Да? Симптомы, они могут повторяться у разных пациентов, но причины и трудности, они всегда разные. То есть к каждому пациенту мы всегда подходим индивидуально разбираем их ситуацию, пути решения ищем, назначаем, если требуется медикаментозное лечение. И, соответственно, потом у нас всегда есть сопровождение. Хорошо. После лечения своих пациентов не бросаем, мы всегда на связи, отвечаем на любые вопросы. Это главное, это главное. А это не анализы у вас там? Нет. А анализы есть какие-то? На руках у меня ничего нет, я думаю, карточкой. Наши пациенты, они, как правило, уже в возрасте, они пожили, им есть с чем сравнить. Некоторые могут даже немножко, скажем так, грустить, да, вот. И тогда что мы предлагаем им? Что например, если мы немножко, я, хазрат, могу помолиться, как-то, скажем так, успокоить, да, а что предлагаете вы, вкратце можете сказать, то есть как их взбодрите или утешите? Так, давайте рукав чуть-чуть поднимайте. Когда все с ней. Сейчас 220 давление. Очень. Как мне вот стали давление? А вы к терапевту когда обращались? Когда к терапевту Я корректировали? в течение, это 2-3 месяца не обращался, никуда не ходил. Вообще работа с пожилыми – это отдельный пласт нашей работы. То есть изначально мы проводим диагностику, что с пациентом. Либо это снижение когнитивных функций, либо это нарушение эмоциональной сферы. Да, и тут очень важно разграничить, что с пациентом. И когда мы уже видим конкретно, что у пациента происходит, мы ему по его диагнозу, либо по его состоянию уже предлагаем комплекс лечения. Либо это медикаментозное лечение, либо это психотерапия. Но, естественно, и там мы пациенту на всех этапах диагностики и лечения оказываем очень много эмоциональной поддержки. Это для пациентов очень важно. Да, иногда даже за этим они больше приходят. Но мы, как медицинское учреждение, для нас очень важна диагностика. То есть не пропустить у пожилого человека начальные стадии, например, деменции, да, снижение когнитивных функций познавательных. То есть это очень важно. И затем по мере диагностики мы уже подбираем для каждого пациента индивидуальное лечение. Таким образом строится наша работа с пожилыми людьми. В том числе работа с семьей. Да, непосредственно. Нужно настроить, для них это тоже боль, они тоже не всегда бывают готовы к тому, что их близкий
начал страдать таким расстройством, да, как проблемы с памятью. Поэтому работа с ними это тоже индивидуально. Также советуем смежных специалистов, эндокринолога, кардиолога, невролога. То есть, Да, если да, выявляем какие-то смежные заболевания, мы назначаем до обследования всегда. Хорошо, хорошо. То есть, действительно, когда мы к ним приходим, мы замечаем, что у них букет болезней там. И, как правило, есть болезни, на которые они просто не обращали внимания, и теперь как бы пожинают плоды. То есть, но понимаем мы, как бы я со своей стороны, как бы, что все-таки хорошее настроение, улыбка, значит, бодрое состояние такое духа, значит, она как бы способствует, как говорится, ну, к лечению многих, значит, болезней. И вы правильно сказали, что действительно вот близкие, которые находятся или не находятся рядом, и такое тоже есть, порой даже они сами стесняются сказать это своим детям, например. Боятся как бы их потревожить, как будто что у них дети такие занятые, вот они уж как бы, но с другой стороны они чувствуют себя немножко одинокими, как бы, да, как будто им мало получается внимания. Хорошо, но все-таки вы частники, частное медицинское учреждение. Да, я вас очень хорошо знаю, давно мы знакомы, очень приятно. Вы еще работаете и в государственных медицинских учреждениях, но все же, будучи, значит, частной такой организацией, понятно, что это платно, понятно, что вот эти услуги все сколько-то стоят. И вот то, что вот вы так отреагировали и предложили сами себя в качестве помощи вот этим нуждающимся, это, конечно, нас очень порадовало, потому что сегодня такое непростое время, не каждый себя так предлагает. И хотелось бы знать, что это такое, что побудило вас к таким поступкам. Мы много лет работаем в сфере психиатрии, наркологии, психотерапии. Знаем, что не у каждого человека, кто нуждается в помощи, есть действительно такая возможность. Что явилось инициативой вообще открытия центра? Многие люди просто-напросто боятся обращаться в государственную больницу, то, что их поставят на учет, и, соответственно, очень сильно запускают свое состояние. Состояние продолжает прогрессировать, и, соответственно, приводя иногда к плачевным исходам, в том числе и суицидальным попыткам. Поэтому, имея возможность оказать помощь тем, кто к нам в силу своих финансовых трудностей не придет, почему бы это не сделать? Хорошие дела тоже нужно делать. Да. Потому что сама по себе наша помощь, она достаточно гуманное направление. Поэтому мы всегда рады помочь, если у нас есть на это возможность, силы и ресурсы. То есть благотворительность — это прямо какая-то часть нашей работы. То есть не все услуги, не все, что мы делаем, это за деньги. То есть мы для себя приняли решение, что мы в рамках нашей работы будем заниматься благотворительностью. Вот. И это был большой шаг с нашей стороны, и нам приятно его делать, и людям, которые не могут, например, обратиться за такой помощью, мы делаем доброе дело, то есть это все во благо мы делаем. Дай Бог, мы тоже молимся за вас, чтобы у вас шла работа. Мы можем наш телефон оставить. Да, оставьте, пожалуйста. Вы WhatsApp пользуетесь? Да. Ему, наверное, продадут, да? Самое Спасибо главное, не большое. оставляй в аптеке рецепт, ладно? Они иногда не смотрят, что на 6 месяцев, и могут забрать его. И это, мне кажется, там несколько раз в неделю, то уж ничего страшного. ей бы общаться надо. Да, ей нужно это, Чтобы коммуникация была. Люди, которые нуждаются в вашей помощи, они есть, события происходят и меняют друг друга, да, то есть пандемию только пережили. И вот начало СВО также, значит, влияет на людей психологически, то есть есть какой-то страх, есть какой-то, скажем так, пессимизм, скажем так, нету будущего, да, то есть страх начала какой-то войны и так далее. То есть поэтому, честно сказать, это не только взрослых пугает, это и не только призывников это пугает, да, молодежь, скажем так, это пугает любого человека, потому что, война это страшно. Но есть вы, которые, значит, несмотря ни на какие испытания, которые происходят извне,
вы находите слова, находите, значит, какие-то свои такие добрые приемы, скажем так, чтобы человек не потерял надежду, чтобы он шел вперед, чтобы он воспитывал семью, чтобы он, значит, не забывал своих родителей. Поэтому у нас что-то схожее есть, да, у Хазрата, да, у психотерапевта, у психолога, и у Хазрата есть что-то схожее. Поэтому вот, мы все-таки как-то о небесном говорим, а вы говорите о земном. И дай Бог, чтобы вот как-то вместе вот так вот, да, мы были полезны нашим горожанам, чтобы мы были ближе друг к другу. Очень важно, чтобы у каждого человека была надежда. Надежда на лучшее будущее, на лучшие отношения, на лучшие ситуации. Поэтому ведь эта жизнь, она действительно стоит того, чтобы ее прожить достойно, качественно. Даже сама по себе концепция нашего центра, которая есть на логотипе, «Я выбираю жить». Поэтому жить – это не равно существовать. Жить надо всегда полноценно. И радоваться каждому дню прожитому. Если это сложно, то мы в этом можем помочь. Найти этот смысл жизни. Чудесно, очень хорошо. Мы, наверное, будем делать так, чтобы эти люди этого не чувствовали, да? То есть мы будем ближе друг к другу. Мы будем ближе друг к другу. Будем заботиться друг о друге. И мы хотим пожелать нашим клиентам и пациентам, чтобы они не боялись обращаться к нам за помощью, чтобы они всегда верили и надеялись в то, что помощь придет, что их ждут и всегда выслушают, и всегда окажут помощь ту, которая необходима здесь и в данный момент.